Итак, друзья, я продолжаю созидать варган. Сейчас надо его повернуть другой стороной и сделать то же самое с другой стороны. Обработка долгая. Бывает так, что и весь день уйдет на одну-две заготовки. Причем это грубая обработка, а потом еще надо будет все довести наждачкой. Так, вот здесь вот где-то поверхности предварительно обработаны болгаркой, диском, чтобы потом было быстрее и легче сделать обработку напильником. Обработка напильником самая тяжелая операция и самая ответственная. Как она будет сделана, так и будет дальше процесс складываться, и таким получится варган. Поэтому к этому надо очень ответственно подойти. Удивляет, что при всей простоте варгана это, оказывается, не очень-то и простая штука. Делать варган — это искусство, которому, наверное, надо учиться всю жизнь. Лично я просто очень хотел сделать варган. Мне было интересно узнать его природу, как появляется звук. Ну а для этого пройти все стадии процесса самому. Ну и потом посмотрел несколько видеороликов, мастер-классов по изготовлению варгана. Алика Степанова, Дмитрия Макцеева. Еще там смотрел. Книгу заказал себе Илья Христофорова, где было подробно рассказано, как делать варган. Ну вот так вот. Потом согнул первую заготовку. И пошло. Ты вот так напильником шкваркаешь, а в это время в варган вкладывается нечто из твоего сердца, из твоего духовного багажа. Потом человек возьмет этот варган и будет удивляться, какая жизнь в нем бьет ключом. Какой наполненный варган.
Почему-то, когда говорят о происхождении слова варган, употребляют только слово уста, варга, уста. И никто не озвучивает версию, что варган, может быть, произошло это название от сварги, с варга. Мне как-то больше версия нравится про сваргу. Более интересная. Процесс идет нормально. Вот еще немножко осталось. И деки будут открыты. Вот и изумительно. Ну, чтобы обе поверхности сходили на нет, и получилась тонкая, острая грань. Острая она нужна для того, чтобы звук получился красивый, яркий, сочный, громкий. И звук зависит от расположения этих дек. Если оси дек будут как-то направлены не так, то звука хорошего не получишь. Строгая параллельность всего, симметрия формы. Любая неточность, асимметрия, она выйдет в конечном варианте. Когда соберешь, заклепаешь язык, начнешь настраивать, это все вылезет. Лучше сразу все делать так, как нужно. Ну, чуть-чуть еще осталось. Чуть-чуть.
Ну вот, в зависимости от того, как деки идут, куда направление меняется в зависимости от обработки. Так мы регулируем напильником. Либо к этой деке прижимаем, либо к другой деке прижимаем. И смотреть, чтобы вся плоскость напильника была прижата хорошо к плоскости дек. В общем, чувство симметрии поможет. Глаз нас очень тонко чувствует различия, любую асимметричность. Поэтому контроль глазом или вот таким вот инструментом. Лупа. Чуток еще. Ну вот из этих двух роликов вы можете в реальном времени понять, сколько времени уйдет на обработку дек. Грубую обработку напильником. Интереснейшее дело. Какое-то прям прикосновение к тайне, к чему-то сакральному, таинственному, загадочному. И всегда, когда делаешь обработку грубую, уже хочется понять и услышать, как этот варган будет звучать. А иногда как бы даже и предслышишь каким-то другим чутьем этот звук. Во всяком случае, первый свой варган я услышал, как он звучит в процессе обработки дек. Очень интересное дело. Если кто-то из вас еще сомневается, начать или не начать, ну, если есть желание сделать варган и сомнения гложет, то скажу вам откровенно, долой сомнения, созидайте, творите. Это очень интересно. А вдруг в вас мастер проснется, варганоделатель, варганостроитель. Очень интересно. Вот, еще немножко совсем. Все. Последние штрихи. Последние штрихи.
самые последние штрихи. Вот. Похоже. И последние штрихи. Тут на каждой стадии надо быть очень аккуратным. Можно испортить в любой момент, на любой из стадий. Вот как здорово получилось. Вот так вот. Ну вот, вторая поверхность готова. А в следующем видео покажу, как я обрабатываю тонко наждачками. Рад был приветствовать вас на канале Сказы сибирского шамана. Подписывайтесь, ставьте лайк, дизлайк, комментируйте, задавайте вопросы. Канал для вас. Я думаю, вам будет очень интересно. Очень много тем мы охватим. Все, что я успел собрать за 53 года, я готов поделиться с вами.